Леонид Черкезия и его сын Баграт доводят до ума моторно-весельного пеликана. В честь грузной птицы свою лодку мастер назвал из-за увеличенной высоты бортов и толстого пуза, точнее 3 воздушных карманов внутри корпуса, которые делают ее непотопляемой. Лодку еще предстоит обшить пластиком и оснастить мотором и веслами. Эта лодка строится по композитной технологии, но этот товарищ просил мотор, весла. Но она же может ходить и под парусами, то есть корпус точно такой же, только посередине встраивается швертовый колодец, вставляется шверт, мачта, и все, лодка пошла под парусами. То есть это такая универсальная модель. За 3 года Леонид Черкезия соорудил 10 лодок, 6 деревянных и 4 пластиковые. По словам мастера, сейчас спрос на лодки невелик, даже несмотря на их довольно низкую стоимость. Великан он продает за 50 тысяч рублей. Кризис сильно ударил по всем. Смолу я покупал по 200 рублей килограмм, а сейчас 450. Вот на такую лодку уходит порядка 20 килограмм смолы. Потому что она вся склеивается на смоле, а потом еще снаружи оклеивается пластиком. Только материала на эту конкретно лодку уйдет 1000 на 30. Потому что здесь материал не купишь, это все заказывается. Но дело не в цене на лодке. Их ведь нужно где-то хранить. Парусникам необходим хороший уход. А без лодочной стоянки это невозможно. Как рассказывает Леонид Черкезия, Марина, так называют стоянку для малых судов, нужна не только владельцам катеров и яхт, а стране в целом. Это объект, который способен зарабатывать деньги для государства. По словам мастера, в Сухуми можно осуществить этот проект относительно недорого. Решение я бы подсказал, но никто не спрашивает просто-напросто. В рыбколхозе есть около моря большое место на мысу. Там достаточно выкопать котлован экскаватором, больших вложений не требуется. И небольшой канал, там сколько метров, наверное, 50, прокопать от самого грузового порта, на самом деле. Все, марина в принципе готова. По словам Леонида Черкезия, проект строительства яхтенной стоянки в Сухуми – хорошее инвестиционное предложение, так как может окупить себя в кратчайшие сроки. Это даст резкий толчок туризму в Абхазии. Я вас уверяю, что очень много людей на своих яхтах просто придут на неделю, на 2 посмотреть Абхазию. Только у меня человек 10 друзей, яхтсменов, которые ставят лодки в Турции, в других местах мира, в Греции. Они с удовольствием поставят лодку в Абхазии, я вас уверяю. Забьется эта марина, я думаю, в течение месяца. Марина на 100 стояночных мест годовой оборот имеет около 4 миллионов долларов. На самом деле. То есть бюджет, пожалуйста, пополняйте. Отсутствие в Абхазии яхтенной стоянки не единственная боль лодочного мастера. Леонид Черкезия сокрушается по поводу упадка в парусном спорте Абхазии. Единственная школа, которая располагается на Амре, может в скором времени умереть. Сейчас он бесплатно ремонтирует парусники детям и даже планирует подарить после реставрации эту 4-метровую яхту ребятам из морского клуба, хотя сам мечтает о своей парусной школе. Причем расчет был такой, что дети будут заниматься бесплатно до 16 лет, весь возраст бесплатно шел. Выше уже постарше, да, потом за оплату. Парк лодочный сами бы собрали. Мы доставим, слава богу, руки есть, пожалуйста, это мы соберем. Хранить-то негде. Лодочной стоянки нет, лодочного порта. Но для этого нет места. Никто не хочет вкладывать в некоммерческие предприятия, а у государства нет на это денег. Но Леонид Черкезия уверен, что времена изменятся. В ожидании перемен он оттачивает мастерство в конструировании и сооружении лодок и учит этому сына. Потому что, живя у моря, невозможно не мечтать о парусах. Мария Котова, Раму Камке, Абаза ТВ.